16 ноября в монастыре Дрипун-Гаманг в Индии состоялась церемония присвоения настоятелю Центрального Хурула Мутлу Авьянову высокого звания Гише. Настоятель монастыря Дрипун-Гаманг Гише Лосан Гильцен в присутствии всей общины монахов торжественно вручил Мутлу Гилюнгу церемониальный ходак, символизирующий звание Гише. Присвоение этого титула монаху из Калмыкии стало первым в республике за весь постсоветский период. Гише это с тибетского он расшифровывается как Гевишинин. Гевишинин это значит знающий благодетель, переводится Гевишинин. Знающий благодетель это человек, который действительно знает, что такое путь. Это человек, который действительно знает буддизм, который достиг статуса именно доктора философии. Если говорить о калмыцкой истории, старых, известных наших калмыцких гише, был у нас раньше такой Гише Ловсан один. Гише Ловсан, он в свое время, когда тибетцы пришли после политических гонений в Индию, в это время можно сказать, что был упадок учений. То есть монастыри были в гонениях, то есть монахи голодали, учеба упала из-за этого и так далее. И в этот период считается так, что в тибетском обществе, что благодаря нескольким людям, можно сказать, что сохранились старые традиции и уровень образования у монахов, которые смогли заново это, можно сказать, отстроить в Индии уже. И именно в этот сложный период он был настоятелем Гоманда-цана. Вообще, обычно как происходит назначение настоятеля на Гоманда-цана? Путем голосования выбирается 3 человека, самые известные ученые, которые по рангу соответствуют уровню настоятеля. И когда его имя попало в список 3 монахов, которые выдвигаются на пост настоятеля, и его святейшество Далай-лама сказал, что Гише Лосан будет настоятелем, он, говорят, отказался от этого поста и говорит, что я, наверное, не смогу, потому что, я в возрасте преклонном. Он не хотел настоятелем быть, но его святейшество Далай-лама настоял на том, чтобы он был настоятелем. Можно сказать, я думаю, что из тех студентов, которые учились в Индии за всю историю калмыков, я думаю, он достиг самого большого результата. То есть настоятель для нас это очень большой статус вообще среди монахов. И я думаю, это один из самых известнейших, можно сказать, ученых и монахов, которые были гише и достигли такого уровня. После него, конечно же, Бован Бадма. Бован Бадма, он был гише Ларамба. Ларамба – это самая высокая степень, да. Гише Ларамба, она занимает около 20 лет. В свою очередь, аналогом, можно сказать, именно Бован Бадмы можно назвать нашего Телутул Курымбаче. Можно сказать, что благодаря его деятельности, конечный результат, он всегда говорил о том, что если у нас будет один гише, то я выполнил свою обязанность. То есть в период его поста Шадин-ламы, в то время, когда он работал, как раз Мутл Гилюнг – это один из тех монахов, который, скажем так, дал такой большой результат, что он стал гише. Именно благодаря деятельности Шадин-ламы, нашего Телутул Курымбаче, у нас есть свои монахи, которые уже получили достойное образование и, вернувшись сюда, могут спокойно возрождать уже, можно сказать, старые наши традиции. Последний из таких, можно сказать, наиболее известнейших наших гише – это Гише Вангьял. Гише Вангьял в свое время это очень большой, как духовное лицо вообще в религии для истории калмыков человек, так и очень много он сделал и для развития именно нашего монастыря Дрипун-Гаманг. И это, можно сказать, самые такие, известные наши учителя. Теперь у нас есть свой гише-настоятель Мутл Гилюнг. Будущий гише родился в 1977 году в поселке Цаганнур, в семье Владимира и Любови Авьяновых. Он рос активным и любознательным, но в то же время ответственным и самостоятельным ребенком. С ранних лет буддизм вошел в жизнь Мутла. В семье Авьяновых, как и в любой калмыцкой семье, религиозное воспитание и следование обрядам и традициям буддизма было неотъемлемой частью повседневности. Это оказало значительное влияние на то, что Мутл еще в отрочестве начал задаваться вопросами веры и буддийской философии. Он такой простой, веселый мальчик был. И на озеро бегал он купаться, любил в шахматы играть, и на гитаре учился играть. Школу закончил, среднюю школу. После школы он сам поехал в Хурул. Он год был в Хуруле, а потом уже в армию забрали. 2 года в армии был. После армии приехал,
Ну, месяц, наверное, отдохнул так. Месяц, и потом уже сам опять поехал в Хорул. И тоже, наверное, год он ждал, пока разрешение визы придет. Потом виза, когда разрешение пришло, и сам уехал на учебу в Индию. Вот после армии, придя опять в Хорул, в течение 2 лет, вот, Гише Дуда, он очень много рассказывал о ритуалах, проведении ритуалов. Но так как очень мало времени у него было, он физически не успевал что-либо помимо этого делать. Он с нами занимался тоже по 1-му курсу философии. А так в основном с нами тибетским языком и грамматикой занимался Генладой. Постоянно заставлял по утрам учить наизусть молитвы. А в обед в классе в Хоруле у нас одна комната, мы сделали под класс, и там он преподавал тибетский язык. А Гише Джамба в основном он нам объяснял философию. Для меня было это очень интересно. Вот, как мне кажется, это очень сильно повлияло на желание изучать именно буддийскую философию, потому что есть также тантрические монастыри, есть, можно изучать ритуалы, не вдаваясь углубленно в философию. А вот после вот именно вот этих лекций с Гише Джамбой у меня появилось желание именно изучать, самому изучить буддийскую философию, узнать, что есть на самом деле, как это Будда преподавал буддийское учение, и как это из поколения в поколение передавалось в буддийских монастырях. В конце августа 1999-го я получил визу, и в сентябре я уехал в Индию. В 2000 году, в феврале, в Дармсале у Далай-ламы я получил полный монашеский обет Килёнга. Ну и вот тогда уже началась моя учеба в Гамондасане. Ну, самое первое впечатление было, это очень-очень много монахов. Я никогда не видел столько монахов в жизни. Все входят в монашеских одеяниях, все красное, кажется. Ну, это такое самое первое впечатление. Потом второе такое яркое впечатление было, это посещение вот молебна в монастыре. Это когда очень много монахов собирается и читает молитву. Ну, это было очень сильное впечатление. Первый раз, когда все это видишь, и не только видишь, и участвуешь в таком молебне. Ну, учеба начиналась, как и у всех. Назначили учителя по философии. И каждый день ходил до учителя и изучал философию. Ну, за 1-2 курс, за 1 год просто темы мы прошли с учителем. И потому что не так она сложная, 1-2 курс на самом деле. Начал учиться, ходить на дебаты, на молебны, на занятия до учителя. В конце года сдаешь экзамены, и на следующий год уже переходишь на другой курс, уже другие темы проходишь. И так на протяжении 16 лет. Мы с Мутом прожили практически, наверное, с 2002 по 2014 год, бок о бок, 12 лет, как бы очень неплохо как бы друг друга узнали. Вот для меня он как старший брат стал. Конечно, Мута, он очень достойный человек, который всегда делился с нами своим опытом, помогал всегда нам. Для меня, конечно, большую роль сыграл. Когда я приехал совершенно молодым монахом, у меня были очень много как бы ложных представлений, да, о жизни монастыря, о том, как себя нужно вести, да, вот в этом Мута очень хорошо помогал нам в течение вот этих всех лет. Во многом благодаря ему мы смогли очень много сложностей своих жизненных решить. Поэтому большую роль для нас сыграл, конечно, Мута. Мутла Гелюнг – это учитель, с которым я прожил вместе 10 лет в одной комнате. Этот учитель, который передал мне знания и помогал в преодолевании каких-то трудностей, которые возникали именно у нас здесь, в Индии. Вот по приезду у нас было несколько манджиков, и вот всем манджикам, да, которые сюда приезжают, в первую очередь поддержку оказывает именно Ген Мутл. И он, считаю, был для нас и как друг,
и как старший брат, ну и как, можно сказать, даже мама и папа. Со временем понимаешь, насколько это важное именно изучение, важно именно для себя, потому что она очень много показывает и рассказывает о том, что на самом деле есть внутри тебя, кто ты есть на самом деле сейчас и каким ты можешь стать, и можешь ли стать ты им, и как этот путь пройти. Ну, не знаю, мне вот наоборот с каждым годом становилось, кажется, интереснее изучать. Саму эту буддийскую философию, она очень интересная. Часто многие монахи говорят, что получение титула гише – это больше формальность, да? Это не сколько самому получающему нужно, да? А это нужно для тех, кто его знает, для кого он играет большое значение, имеет именно для других людей. И ради этого, по просьбе, например, вот в случае Мутала Гелюнга, да, его просил, чтобы он защитил или получил эту степень, титул Тыло Ринпоче Шаджилама Калмыкии. И хотя Мутал говорил, что это ему не нужно, да, но тем не менее Шаджилама настоял, потому что это нужно для народа. То есть сам титул гише, например, если для самого Мутала, как человека, да, ему это не принципиально важно, да, что это имя, назовут его так или не назовут, то есть какие он знания получил, этого ему достаточно, да, на самом деле. Но это нужно для народа, так как это означает, что кроме того, что мы возродили монашескую санху, которая в соответствии с Винай, как соблюдает обеты, да, кроме этого у нас есть также, теперь уже появились образованные действительно монахи, которые могут объяснять другим, которые обладают полным набором знаний буддийского учения, поэтому очень важно это, я считаю. Деятельность гише проявляется в том, что он несет знания в народ. То есть, обладая огромными знаниями и понимая глубокую суть буддийской философии, этот человек может очень огромные знания передать простому народу и, соответственно, помогать народу преодолевать какие-то трудности в обычной жизни, потому что с помощью этих знаний обычные люди могут обрести великое счастье. Деятельность гише бывает разная, но в основном это именно просветительская деятельность. То есть они или преподают в монастыре дальше другим монахам, или ездят где-то по миру, преподают буддизм интересующимся. Ну и конкретно вот взять Мутал Гелюнга, то он сейчас является настоятелем Хурула. У него и, то есть в первую очередь его работа будет именно у нас в Калмыкии, в Хуруле. Ну, для Калмыкии, конечно, это событие большой важности. Потому что, начиная с 90-х годов, когда только-только пошло возрождение буддизма, тогда отправились первые монахи сюда, в Индию, для учебы. И, ну, так как учеба долгая, и вот только сейчас вот у нас выходят первые гише, то есть первые полностью образованные монахи, которые будут возрождать буддизм в Калмыкии. То есть до этого, конечно, у нас уже было много монахов, и которые учились в Индии тоже. Но вот именно Мутал Гелюнг – это первый, кто закончил полный курс обучения в Дрипун Гаманге, буддийском университете. И то есть он изучил всю программу, которая есть в этом университете. И, естественно, нам нужны такие большие знатоки буддийского учения. Для санхи, для монашеской общины это имеет очень огромное значение, потому что появился учитель, именно наш калмык, который несет в себе очень огромные знания, накопленные в течение 16 лет. И вот эти знания, это как бы основаны на традиции именно монастырей, в первую очередь вот тибетских монастырей. И вот эти знания перешли к ним от ламы Цонгкапы, а ламе Цонгкапы перешли эти знания от учителей монастыря Наланды. Вот именно вот 17 пандит Наланды, которые вот статуи есть у нас возле нашего центрального Хурула. Это вот именно те пандиты, вот мы являемся последователями их учений, в изучении их текстов. И поэтому это очень огромное имеет значение для санхи, поскольку вот эти знания потом будут передаваться именно нашим монахам, вот манджикам или молодым монахам. Но в первую очередь это знание учения Будды. Для того, чтобы получить титул Гише Качула, такой, как получил сейчас Мутал Гелюнг, нужно пройти полностью 16-летний курс образования, выдержать все экзамены. И для этого чаще всего приходится вот как раз отправляться в чужую страну, находиться вдалеке от родины в течение 16 лет, в другом климате, питаясь другой пищей, да, это
ну, не всем удается, в общем. И вот тот показатель, что с 93-го года столько было монахов, которые здесь обучались, и вот только в 2016-м именно первый самый стал мутл. Поэтому одно из главных качеств для того, чтобы доучиться до такой степени, это нужно, конечно, усердие. Усердие, терпеливость, старательность – такие качества необходимы. Церемония получения монахами титула геше проводится следующим образом. В первую очередь оглашается список удостоившихся звания геше. Каждому из них настоятель монастыря преподносит ходак. После этого они официально получают титул, но им еще предстоит провести необходимые церемонии. Заблаговременно начинается подготовка к церемониям. Проводится уборка монастыря и общежитий и готовится необходимое количество ходаков. Сейчас мы готовим ходаки к завтрашней церемонии. Завтра будет церемония подношения монахам монастыря в честь получения мутл-гелюнгом звания геше. Мы будем делать подношения всем монахам монастыря от мутл-гелюнга и от всего калмыцкого народа. Всего нам нужно сделать 2200 ходаков, приготовить на разные церемонии. Осталось совсем чуть-чуть, вот, нарезать ходаки, и все остальное уже готово, поэтому волноваться уже не о чем. Наша роль как земляков состоит в том, чтобы помочь именно в проведении церемоний этих, то есть подготовки, да, уборку проводим в нашем землячестве, да, соответственно, варим еду, варим чай для подношения монахам, большим учителям. Когда была церемония именно подношения монахам, и церемония подношения 1000 подношений, да, Лама Цинкапи, и в этот период тоже мы помогали мутлу-гелюнгу, то есть именно для проведения этой церемонии, чтобы сделать подношение всем монахам нашего монастыря. Первой проводится церемония почитания защитников монастыря, на которую приглашаются все геше. В приготовлении к данной церемонии принимают непосредственное участие земляки мутла-геше. Сергей Гелюнг приготовил торма – специальное угощение для защитников и божеств. Дарджи Гицул приготовил для приглашенных монахов чай, привезенный из Калмыкии как подношение от земляков. Эта церемония проводится для того, чтобы отдать дань уважения божествам-защитникам учения Будды, помогавшим монахам на протяжении всего обучения. Далее начинается подготовка к праздничной церемонии подношения монастырю и монахам. С вечера начинают готовить продукты, чтобы успеть к завтрашнему обеду, так как необходимо приготовить очень большое количество еды, чтобы накормить всех монахов монастыря. В то же время внутри главного храма идет подготовка к следующему дню, и для церемонии, включающей в себя ритуал 1000 подношений Ламе Цанкапи, основателя школы Гелук. Это шествие является частью ритуала Цок, что на санскрите звучит как Гана-чакра. Слово «гана» переводится как «накопление» или «сбор», а слово «чакра» буквально означает «колесо». Колесо накопления – таков прямой перевод этого словосочетания. О накоплении или собрании, согласно буддийским текстам, во время цога происходит несколько: собрание практикующих, собрание подношений, собрание божеств и, в конце концов, заслуг и мудрости. Во время церемонии подношения монастырю монахи, получившие звание геше, подносят ходаки к трону Далай-ламы, настоятелю монастыря, кладут их на алтарь и на троны бывших настоятелей. Тем самым они выражают им уважение и благодарность за полученные знания и сохранение традиций преемственности. После этого раздается праздничная еда, которая отличается от обычной своим разнообразием. Обед сегодня особенный: чай, лепешки поле с пряностями, овощное рагу, мороженое и фрукты. Часто раньше в Тибете было так, что студенты должны были свое питание обеспечивать сами себе. И поэтому эта традиция еще была из Тибета пришла, И те, кто получает титул геше, они должны были угощать монахов, делать им подношения. То есть это дань уважения монастырю
за те годы, которые вот он, за то образование, которое он смог получить, ну и помощь молодым монахам, которые только обучаются. Это очень была значимая помощь в то время. И делается пожертвование для питания как бы всей санхи, для монастыря, то есть общей кассы монастыря на пропитание, так как сейчас монастырь обеспечивает как бы питание своих студентов, монахов, да, для того, чтобы они не думали ни о чем, кроме учебы, то есть чтобы не отвлекались на другие проблемы, решение бытовых вопросов. Поэтому вот такая часть, как бы, она является частью традиции, является частью жизни монастыря, уклада монастыря, и поэтому в дань уважения монастырю традиционно гише делают обильные подношения в виде хорошей пищи, во-первых. Все это сами, ну, как бы землячество или те близкие люди, которые ему помогают, они готовят эти все угощения, как бы, и делается подношение монахам, и также в виде денежных средств. Во время обеда Гигу, тот, кто следит за дисциплиной в монастыре, зачитывает список людей, сделавших подношения. Список получился длинный, так как очень многие земляки Мутла-Гише оказали финансовую помощь в проведении церемонии. Завершается церемония подношением каждому монаху хадака и денег. Независимо от титула и ранга монаха, подношение совершается всем в равной мере. После получения хадака от настоятеля Мутл-Гелюнг уже официально является гише. Но ему и другим новоиспеченным обладателям титула предстоит выдержать философские дебаты перед всем монастырем, где они подтверждают свои знания, полученные за 16 лет. На дебатах старший гише диспутирует с ними по всем дисциплинам. Виная – свод правил и предписаний. Абхидхарма – метафизика. Мадхьямика – учение о срединном пути. Праджня-парамита – учение о запредельной мудрости. Прамана-вартика – учение о достоверном познании. Это основные предметы буддийского учения. Церемония прохождения в первую очередь связана с тем, что он защищается. То есть этот монах, соответственно, как бы диспутирует с другими учителями большими, и большие учителя проверяют вот его знания с помощью диспутов. Вот такой экзамен должен пройти именно тот, кто получил звание гише. Это имеет самую главную роль в получении этого звания. И вот эти монахи, и либо же сами гише харамбы, да, вот они экзаменуют этого монаха и проверяют его знания. Диспут представляет из себя такую дискуссию, да, или спор, с помощью которого выявляется расхождение в различных буддийских текстах. То есть бывает несколько различных текстов, разных, например, буддийских, индийских мастеров, которые, соответственно, преподавали для своих учеников свое учение. И вот бывает в некоторых местах разногласия. Для этого и спор проходит, для того, чтобы в конечном счете установить вот эти разногласия и соединить их воедино и обрести какую-то истину. Вот это вот движение вот такое есть, да, в диспутах, когда вот так вот. И вот это вот движение означает именно то, что Манджушри, как бы, да, своим мечом, вот, мудрости, да, освобождает живых существ от страданий. Успешное прохождение дебатов знаменует то, что человек, сдавший этот экзамен, с полным правом является носителем титула гише. Мутлу и другим монахам, получившим титул, вручаются поздравительные хадаки. Эти подношения символизируют новый этап их пути – нести в свет учения Будды, приумножать добро и сострадание, работать во благо своего народа, людей всего мира и всех живых существ. Он первый гиши, первый калмык, которые получили вот статус гиши после перерыва вот, где-то 70-80 лет. Поэтому это мы очень гордимся и ценим. И мы очень рады, что у нас есть калмыки гиши. И надеемся, что в будущем еще больше будет гиши, еще больше монахов будет. Тем более и больше гиши будет.